Сахарный диабет. Буквально 10-15 лет назад этот диагноз был знаком лишь людям старшего поколения. Никто и подумать не мог, что совсем скоро коварная болезнь будет терзать даже грудных детей. Переедание и неправильное питание в целом, малоподвижный образ жизни, стрессы – все это со временем приводит к диабету. Несколько раз в год на базе Центральной городской больницы проводятся специализированные занятия в рамках созданной школы диабетиков. Старается не пропустить ни одно занятие и Гульшат Язарова. С этим диагнозом можно жить. Надо позитивно смотреть на жизнь, двигаться, как-то стараться шагать по времени. Вот мы, пенсионеры, нам не хватает информации, нам не хватает общения. Все зависит от самого человека, как человек настроен. Уфимские специалисты в течение года выезжают в города республики для проведения информационно-разъяснительной работы. Прежде всего, такие мероприятия дают понять пациентам, что они не одни, и борьба с болезнью должна начинаться с самого себя, с самоконтроля и самодисциплины. Занятия проходят в форме беседы, есть возможность задать вопросы, а их у диабетиков немало. На сегодняшний день вот даже имеется тенденция, очень большая тенденция к росту сахарного диабета. На сегодняшний день у нас сахарным диабетом состоит 1402 человека на учете. Из них с первым типом 82 человека. И я говорю только пока про взрослых. Вот. И там 200 человек, 1300 человек получают сахарным диабетом второго типа. Ну и только тех людей, которые у нас получают инсулин, это включая и первый тип, и второй тип, это больше 300 человек, около 320 человек у нас получают инсулин. На сегодняшний день в Сибае 17 детей, страдающих коварным недугом. Все они инсулинозависимые. Специалисты не устают повторять, что главнее всего – профилактика. Обследоваться нужно обязательно, сдавать анализ в основном на гликированный гемоглобин. Вот те, у кого сахара показывают 6, 7, 8, иногда тех, даже у кого иногда биохимических рез пальчика, обязательно тем рекомендуем сдавать кровь на гликированный гемоглобин. И вот этот анализ, он может сказать о том, что есть и скрытое течение сахарного диабета. И если поймать вот на этом этапе, то уже и знать, чего ожидать, то, конечно, намного лучше результаты уже в лечении сахарного диабета. В этот день сибайские пациенты смогли сдать кровь и узнать уровень сахара в ней, получить консультацию. А самое главное – поверить, что нужно жить, несмотря на все сложности, и бороться с болезнью, прикладывая силы и старания. Луиза Мустафина, Радмир Исенгулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.